Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Достаточно далеко, чтобы не беспокоить горожан. Найдено оптимальное место для размещения нового мусорного полигона столицы. С новым руководством и репертуар расширится. Назначен новый директор Мирнинского театра. Приятный сюрприз не только для фанатов «Звездных войн», а для всех якутян. Звездолет «Мандалорца» устанавливают в Якутске. Обманутые дольщики в Якутске получают компенсации. 47 граждан, которые в 2014 году вложили свои средства в строительство многоквартирных домов в микрорайоне Ильинка и не дождались своих квартир, в ближайшее время получат выплаты. На эти цели в Фонде защиты прав дольщиков предусмотрено 88 миллионов рублей. Напомним, что между правительством Якутии и фондом подписаны соглашения о софинансировании мероприятий, направленных на восстановление прав дольщиков. Речь идет о более 570 пострадавших участников долевого строительства, которые вложили деньги в покупку жилья в 9 домах у 5 застройщиков. 27-й километр Вилюйского тракта – наиболее оптимальное место для размещения нового мусорного полигона столицы. Он находится достаточно далеко, чтобы соответствовать требованиям 6-й подзоны аэропорта Магана и Якутска. По другим местам получено отрицательное заключение экспертной комиссии. Об этом сообщили накануне во время публичных слушаний по оценке воздействия мусорного полигона на окружающую среду. Технология, которая будет использоваться на месте, широко применяется по всей России и практически не имеет отрицательного воздействия на природу. Главное отличие такого способа избавиться от мусора – это его захоронение не под землей, а над ней. Вокруг, конечно, делается теплоизоляционный слой, чтобы отходы не растепляли нашу вечную мерзлоту. Это грунты основания вечно мерзлые. И, естественно, конечно, там вокруг делается обваловка, если так попроще объяснить, да, это. И потом теплоизолирующий и гидроизолирующий слой будет. Потом будут ложиться наши отходы, естественно. И эти отходы, как послойно, будут покрываться песком. В Нерюнгри продолжается активная очистка городских дорог и внутриквартальных проездов от снега. Зимний период самый сложный для специалистов, обслуживающих дорогу. И несмотря на то, что уже наступила весна, снегоочистные работы будут продолжаться по мере необходимости. Для надлежащего содержания улиц, автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в зимний период администрации города ежегодно заключаются контракты с подрядными организациями, которые ведут работы по механизированной снегоочистке, вывозу и посыпки дорог. Сотрудники городского хозяйства регулярно проводят проверки их выполнения. На сегодняшний день ведутся работы по очистке тротуаров на улице Чурапчинская с вывозом снега. Выполняется механизированная снегоочистка проезжей частей дороги проспекта Мира. Для выполнения работ задействовано 5 единиц техники. Это 2 погрузчика, 1 грейдер и 2 автосамосвала. На завтрашний день запланирована комплексная механизированная снегоочистка проезжей части проспекта Дружбы народов с вывозом снега. В Алекминском районе уже начали подготовку к Кысеху Лондхо. С работами местных мастеров ознакомилась Елена Фаст. Изделия мастера из села Тако Михаила Худаева пользуются стабильным спросом. Мы с вами о нем как-то разговаривали. Вообще спрашивают их или нет? Приобретают? Не очень. Такие? Они очень заказывают много. Ага. Хорошо, я ей передам. Где-то уже около 100 уже продавал. Охотников. Да? Можно Они осенью они требуют. Ага. Вот сегодня одну уже купили, я 2 штуки принес. Мастер готов предоставить работы и Кысеху Аланко, и не только он. Сувенирная продукция представлена широко. Конечно, в мероприятии подготовки к Кысеху это лишь малая часть планируемого. Эти вопросы обсуждали на оргкомитете района. Каждая рабочая группа доложилась о готовности. Мы будем отшивать еще дополнительные костюмы для церемонии открытия и закрытия праздника. Вообще, в целом, мы планируем
слегка уменьшили количество участников. Ну, вот время диктует такие условия. Планируем охватить в таких торжественных мероприятиях открытия и закрытия праздника 1400 человек, в том числе 500 детей. Готовимся сейчас их размещать, занимаемся организацией питания, проводим актуализацию списков участников, инвентаризацию звуковой аппаратуры, костюмов во всех наших муниципальных образованиях. Актуальными остаются вопросы по соблюдению всех мер безопасности как в репетиционный период, так и на время праздничных дней. Кроме этого, необходимо проработать ряд вопросов по водоснабжению и транспортной обеспеченности. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекпинск. Назначен новый директор Мирнинского театра. Им стал режиссер из Калуги Константин Солдатов. Напомним, что правительство региона проводило открытый конкурс на должность директора театра. В своей презентации Константин Солдатов неоднократно говорил, что планирует вернуть в репертуар театра, где преимущественно царила новая драма, постановки по отечественной классике, спектакли для детей и подростков, и подобным материалам усилить репертуар, отметил премьер правительства республики Андрей Тарасенко. Сообщается, что к участию в конкурсе из 7 претендентов, подавших документы, было допущено 6 кандидатов, а в финал прошли 3. Увидеть личную коллекцию шариковых ручек доктора технических наук смогли гости юбилея института Якут-Днепроалмаз. Это вторая выставка, которую организовал коллекционер Игорь Зырянов. Наши коллеги узнали, почему житель Мирного начал коллекционировать именно ручки и какая из них самая дорогая. Толстые альбомы с марками, планшеты со значками, полки с машинками. Наверное, у каждого из нас есть коллекционер среди знакомых. А если нет, знакомьтесь, это Игорь Зырянов. В Мирном его знают как доктора технических наук, а еще он настоящий фанат ручек. Первую шариковую получил от аспиранта из Чехии в 1986-м. Тогда ручки были чуть ли не главным инструментом ученых. Игорю Владимировичу понравилось компоновочное решение, заинтересовала конструкция. Конец у этой, например, как у чернильной изогнутый. Чернильный это? Да. А это-то, видите, шариковый. Такой у меня больше вообще нет. Спустя 35 лет коллекция Игоря Зырянова – это 5500 ручек со всего мира. Поэтому заместитель директора института Якут-Днепроалмаз организовал выставку. Здесь ручки разложены по 14 направлениям: Алроса, Якутия, наука, образование, производство и многое другое. Экземпляр из молочных зубов мамонта, самый редкий и дорогой – $1500. Но самое ценное для Игоря Зырянова, на первый взгляд обычное, с надписью «Кочевая школа». К нам приезжали учителя, которые учат детей, которые проживают вдоль кромки Ледовитого океана. И стоят иранги, и учителя ездят, то есть минус 50, как говорится, круглый год, и они передают знания. Так вот, эта ручка значит для меня больше, чем ручка. То есть это связано с той профессией, когда люди вот в тех условиях, в экстремальных условиях, они несут светлое и доброе детям и людям. Вот это для меня крайне ценное. За выставкой ручек Игоря Зырянова стоят много людей. Помогли и коллеги из РССУ. Сделали конструкцию для подставки ручек. Но в первую очередь коллекционера всегда поддерживает его супруга. Она отбирала, сортировала ручки, которые представлены на выставке 12 суток. Игорь Владимирович признается, хранить 5500 экземпляров дома – штука непростая. Но зато все знают, как его порадовать. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Премьерные показы сразу 2 якутских фильмов пройдут на российской онлайн-платформе «Премьер» в марте. Премьера картины «Черный снег» режиссера Степана Бурнашова состоится 18 марта. Фильм получил гран-при кинофестиваля «Окно в Европу». А показ фильма «Пугало», который принес режиссеру Дмитрию Давыдову главный приз «Кинотавра», стартует 25 марта.
Тем временем на сопке любви в Якутске устанавливают корабль из знаменитого сериала «Мандалорец». Как рассказали создатели корабля, их выбор пал на это живописное место, так как оно ближе к звездам и очень популярно среди жителей столицы. Кроме того, местная охрана будет приглядывать за необычной достопримечательностью. Алексей Лукьяненко подробнее. Легендарный космический корабль Дина Джарина из американского сериала «Мандалорец» станет новой достопримечательностью Якутска и будет установлен на сопке любви. Вчера был доставлен корпус корабля, а сегодня авторы проекта планируют установить остальные детали конструкции. Привезли основной этот корпус, корабль, и плюс еще 2 двигателя. Осталось привезти крыло и ножки. Сейчас вот работа поднять корабль, поставить на ножки и зафиксировать двигатели. Захотелось сделать, потому что еще в мире никто не сделал его, и мы хотим быть первыми. Несмотря на то, что корабль сделан из древесины, ДВП, пенопласта и других подручных средств, издалека создается визуальное впечатление того, что он весь из металла. Для создания такого объекта понадобилось не только много времени, но и найти надежных помощников. А я мне позвонил, собрать корабль, идею предложил. Я удивился. Но мы смогли сделать за 3 месяца работы. Людям понравится наша идея. Надеемся, что будет у нас еще много проектов. Мы надеемся, что удивим еще людей. В ближайшее время ребята готовятся в реальности повторить главную афишу сериала, но без компьютерной графики, а также снять свою альтернативную версию концовки популярной франшизы. К слову, теперь такая возможность появится у всех желающих, ведь можно будет снимать не только на фоне звездолета, но и внутри Разор Креста. Алексей Лукьяненко, Джулус Иннокентьев, Якутск. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.